В эти выходные временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов с рабочим визитом посетил Горный Улус. В районный центр Бердигистях также выехала рабочая комиссия в составе руководителей министерств. Основной целью работы комиссии было обсуждение реализации программы развития сельского хозяйства. В разговоре также приняли участие общественность района и руководители ведомств. Егор Борисов отметил темп развития сельского хозяйства, реальные работы в социальной и культурной сфере. Также жителей Улуса волнует вопрос газификации района. По словам Егора Борисова, эта работа продолжится и будет поддерживаться республикой. Также Егор Борисов провел совещание в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского Улуса по вопросам социально-экономического развития этого поселка. На совещании говорили о решении превратить поселок Нижний Бестях в город-спутник столицы республики. Егор Борисов считает, что местным властям совместно с республиканскими и министерствами нужно подумать о создании в Нижнем Бестяхе производств по переработке газа, наладить выпуск стройматериалов, производство товаров народного потребления, просчитать возможности создания индустриального парка. Жителям нужен и собственный бизнес-инкубатор. На базе Абалахского санатория можно создать полноценный лечебно-оздоровительный комплекс. Также в рамках рабочего визита состоялась встреча с населением Мегино-Кангаласского Улуса. Речь шла о проблемах энергосбережения районов Заречья, газификации населенных пунктов, строительстве социальных объектов. Пока в поселке никакого развития нет, кроме коммерческих структур. Магазины, магазины и магазины. Я считаю, это, конечно, в худшую сторону, потому что я помню поселок зелененький, чистенький. Я здесь с самого рождения, поэтому вот эта центральная улица, у нас улица Ленина, была очень чистая, очень зеленая. Лес вырубили весь, все повырубили. Сейчас у нас очень большая проблема. Я вот как депутат и на сессиях, и, в общем-то, мы, жители поселка, вообще возмущены насчет пешеходного перехода. У нас вообще, вот начиная от администрации поселка, где она сейчас находится, да, и до больницы, вообще ходить невозможно. Дети идут со школы, дети идут в школу. Очень большое скопление машин. Вообще, ну, абсолютно две дороги практически. Федеральная трасса и рядом точно такая же трасса.